Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Кто скоро признается в чувствах? Любовь, дружба, преданность, ненависть, да, вот любые чувства. Кто вам будет признаваться? Загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, так и спросите, кто скоро мне признается в чувствах, в своих чувствах. И давайте будем смотреть. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Интересно. Тут вас ждет много сюрпризов. Очень много сюрпризов. Линии у меня нечеткие вышли. Все какие-то, вот видите, как снегом припорошенные, да? Все размыто. Вот. Линии размыты, четких линий нет. А это знак того, что будут тайны, что будут сюрпризы. Очень много неожиданности. Вот что вас ждет, мои хорошие. Но вышло, кстати, не очень хорошее. Но пожалуй, я с этого и начну, да. Вам обязательно это нужно знать. Здесь вышла ваша подруга. Либо та женщина, кого вы считаете подругой, близкой подругой, надежной подругой, любимой подругой. Да? Вот какая-то есть женщина. Эта женщина вам признается в том, что она вам завидует. В том, что она считает себя вами обиженной. В том, что, не подруга она вам, да, не подруга. Вы знаете, обвинять вас в чем-то может. Для вас это, конечно, будет шок, для вас это будет просто как гром среди ясного неба. Вам будет очень сложно принять то, что она говорит. И будет обидно, потому что ее претензии в ваш адрес, они настолько глупые, абсурдные, настолько это страшно для вас будет звучать, что у вас даже, знаете, как на здоровье может отразиться, стресс какой-то даже может произойти, прям так сильно вас тряханет. Вы от этой женщины ничего плохого не ждете. Вы всегда вот душой к ней, вы для нее последним готовы были с ней поделиться. А она вот раз вам и выскажет. Знаете, причина здесь одна. Это зависть. Очень сильная, лютая зависть по отношению к вам. Да, вы были подругами. И да, эта женщина, в принципе, она не такая уж и плохая. Либо попервой она была очень хорошей. Но она слабая. Понимаете, вы сильная, она слабая. Вы, получая удар от судьбы, вы встаете, вы отряхиваетесь, вы улыбаетесь, идете дальше. Вы делаете свое дело. Вас нельзя остановить, вас нельзя свернуть с вашего выбранного пути. Вы такой человек, оптимист, вы не унываете. Вы сильная личность, у вас стержень есть. А она нет. Она, знаете, она как приспособленка какая-то. Вот ей бы пристроиться к кому-то, к чему-то. Кстати, она и к вам пристроилась. Она ведь увидела, какая вы сильная. Она ведь это почувствовала. И думает, с такой сильной подругой я не пропаду. Если что, я к ней. Она и проблемы мои порешает, и совет мне даст, и поможет, и выручит, и что только для меня не сделает. Приспособленка эта женщина. И вот прошло столько много времени, у кого-то месяца, у кого-то года прошли. Наконец-таки вы узнали ее истинное лицо. Кстати, она вам еще и признается в каких-то своих деяниях против вас направленных. Есть за ней грехи. У вас из-за нее могли быть неприятности, либо специально она что-то там делала. Она вам во всем признается. Для вас, честно, будет потрясением, большим потрясением. И да, я не буду вас обманывать, вы долго будете от этого отходить, но отойдете. Это не смертельно. Девочки, лучше так. Лучше так, чем жить в неведении. Лучше так. Ее спровоцирует ваше счастье.
ваше личное счастье, неважно чего касается. Там с мужиком у вас все хорошо будет, найдете, там, либо помиритесь, восстановитесь, там, замуж пойдете, неважно. Либо, может быть, что-то купите, приобретете, работу хорошую найдете. Причина – это ваше личное счастье. Вот что вам хорошо будет, она не выдержит. Она не выдержит и прям все вам выпалит, что ой, я тебя там не люблю, ненавижу, там презираю, ты там такая сякая клятая. И, ну, в общем, расскажет вам, да. Все, что у нее там на ее черной душонке накопилось, все она вам выложит. Значит, девочки, я вас попрошу никаких мер и санкций к этой женщине не принимать. Что вы можете сделать? Просто выставить ее за дверь. Спокойно, не повышая тон, просто попросите ее удалиться как можно скорее из вашего, например, дома, если она у вас дома это все сделает, либо из вашей жизни. Вот так и скажи, вали отсюда, да, чтобы я тебя больше никогда не видела. Вот это будет самое правильное. Очень правильно избавляться от таких вот нехороших людей, таких вот, знаете, овечек, вернее, волков в овечьей шкуре, как можно раньше. Да, она вам вредила, да, из-за нее были какие-то неприятности, но это уже момент упущенный. Главное, что сейчас она себя раскрыла, сейчас у вас прекрасный будет шанс ее выкинуть из своей жизни. Эту больку вы переживете. Эта непутевая женщина ушла, поверьте, высшие силы вас не оставят. Вам дадут хорошего друга, хорошую подругу, того, на кого вы по-настоящему сможете положиться. Так, идем дальше. Кто признается еще вам в чувствах и в каких? Здесь вот очень похоже на работу. Работа, коллектив, начальники, коллеги. Тут, скорее всего, я не знаю, может быть, мероприятие какое-то будет, может, просто посиделки, там, собрание, может быть. Вам будут признаваться в том, что вы очень профессиональный работник, сотрудник, в том, что вы очень надежный человек, в том, что вы, ну, душа компании. Вот, душа компании, либо того маленького коллектива, в котором вы работаете. Вот так вас и назовут. Вам будет очень приятно, очень и очень приятно. Потому что это правда, потому что за столько много, например, там, лет, месяцев, наконец-таки вам это озвучили. Ну, люди будут улыбаться вам, люди будут вам аплодировать, люди будут там пожимать вам руку, обниматься с вами, благодарить. Вас будут благодарить за то, что вы собой украшаете, ну, я не знаю, офис, да, либо компанию, где вы работаете. Но начальник будет благодарить за то, что на вас все держится, что благодаря вашему профессионализму компания работает. Да. Вот очень приятно будет. Очень-очень приятно. Дальше, мои хорошие. Я вижу мужчину, но это мужчина вам хорошо знаком. Я бы даже сказала, вы знаете его как облупленного. Это какой-то бывший, либо настоящий, у кого-то даже и настоящий может отыграться. Мужчина, который вел себя плохо. Он вел себя плохо, он вел себя некорректно. Он мог обижать, он мог предавать, он мог... Ну, много чего он мог, и, скорее всего, делал. Не только мог, но и делал. Вот. Этот человек признается, он, вернее, не признается, а признает все свои ошибки. Вот все, вот, расскажет, покается, будет просить у вас прощения. Вот так и скажет. Вот такой я засранец, прости меня, был неправ, начудил, натворил, а теперь как с этим жить не знаю. Для вас это будет тоже очень такая шоковая информация, что он просит прощения. Не то, что он там зло творил и всякие гадости, а то, что просит прощения. Он слишком высокого мнения о себе всегда был. У него очень раздутое эго, а тут на тебя приполз такой весь побитый, покоцанный и прощения у вас просит. Вы же даже испугаетесь, что происходит, что случилось, почему ты такой, в таком виде, такими словами со мной говоришь. Какое-то прям волнение у вас чувствуется. Но мужчина чувствует, что надо просить прощения. Мужчина понимает, что действительно очень много накосячил. И, возможно, у него какие-то серьезные проблемы. Либо по здоровью, либо по жизни, там, работа, карьера. Да? Как-то у него там... все такой, знаете, мглой покрылось. Вот. И он понимает, что, скорее всего, за вас
ну, слишком долго он вас обижал или слишком сильно он вас обижал. И вот он такую панацею себе нашел. Думает, вот попрошу у нее прощения, раскаюсь, а вось меня, боженька, и прости, да, и беду от меня отведут. Ну, много-много интересного узнаете. Эти признания, они, конечно, хоть книгу пиши. Пособие, да, пособие непутевого мужа. Но, девочки, я так понимаю, что простите, либо... Ну, как примите его извинения. Может, простить не простите, но примите. Скажите, ладно, все, принимается, иди. Иди, не беспокой меня, хватит мне тут твоих признаний и слез. Вот, как-то вы... Потом, кстати, после этого как-то поспокойнее себя будете чувствовать. И поймете, да, что все-таки высшая справедливость, она работает, никто ее не отменял. Так, мои хорошие, ну с бывшим тут, конечно, вам интересная уготована ситуация, либо с настоящим. Как-то вот прям либо по времени растянется, либо он прям как ходить к вам будет, как на работу будет ходить каждый день. Там, сидеть под вашим окном, либо под дверью и выпрашивать ваше прощение. Вы еще от него устанете. Так, идем дальше. Ну, здесь какой-то мужчина, то ли не свободный, то ли... Либо он в семье, у него есть жена, дети, может быть, даже внуки, как-то много там людей. Либо он живет с родителями. Может быть, он и не молод, да, но все равно живет с родителями. Может, там еще какие-то братья, сестры. В каком-то он обществе находится. Общество. И это общество для него, оно какое-то вот прям отравляющее, что ли. Он там никому не нужен. Он там никому не нужен вот в плане там любви, эмоций. Скорее он там как часть механизма. То есть за что-то отвечает, что-то делает, может там деньги приносит, там, обслуживает, как-то мужская сила, что у него там. Этот человек, он вам признается в своих чувствах, в своей любви, вот прям так и скажет: я люблю тебя давно, я люблю тебя там несколько лет, может быть, даже десятилетий. Но вот такой я дурачок, да, либо такой я слабохарактерный, я ничего не могу сделать. Я не могу уйти из этой семьи, я не могу, я не знаю, там, оставить родителей, я не могу развестись, там, оставить жену, детей. Я страдаю, я мучаюсь, я живу тобой, я живу мыслями о тебе, я живу твоим образом. Ну, прям ошарашит вас, вы будете стоять, и вам будет хотеться только лишь одного, чтобы поскорее это все закончилось. Очень шоковая информация пойдет. Вы этого человека знаете, вы очень хорошо его знаете, но вы никогда даже и подумать не могли, что этот человек испытывает к вам, ну, не то чтобы любовь, симпатию хотя бы, да, либо как-то вел он себя, что не подавал никаких признаков. Может быть, наоборот, даже, знаете, какой-то отстраненный был, как Бармалей какой-то, может быть, даже стебал вас, а оказывается, он вас любит. А оказывается, он любил вас там всю жизнь, да, свою сознательную. Просто обалдеть от этой информации. Но еще больше вы обалдеете, когда он у вас попросит что-то. Скорее всего, может быть, платок ваш попросит. Там, ему нужно иметь частичку вас. Вот, частичку вас. Может быть, какую-то вашу вещь. Может, кулончик какой-то ваш, да, заколочку. Он будет просить, как фетишист, что ли, какой-то он. Вы просто не будете знать, как вам реагировать. Девочки, ничего ему не давайте. Ничего ему не давайте, чтобы не было у вас неприятностей. Если он особенно женат, если жена найдет, ну, поверьте, неприятности могут быть капитальные. Если в семье живет, ну не знаю, если хотите, если доверяете, но я бы не давала. Вот. Я вот как вам совет со своей колокольни даю, а вы уж там сами решаете. Но он будет у вас что-то просить. Он не будет просить вашей любви, он не будет просить встреч, интима. Нет, этого ничего не будет просить. Вещь какую-то вашу будет просить. Как на память, да, либо чтобы он как с ней жил, там, холил, лелеял эту вещь, вас представлял. Ну, такую душещипательную историю вам расскажет о своих чувствах, о своей жизни, что для вас, конечно, прям тяжело будет это все воспринимать. Будет только одно желание, чтобы поскорее все это закончилось, куда-нибудь забежать подальше от этого мужчины. Вы потом его избегать будете.
Да, избегать. У вас к этому человеку какое-то противоречивое чувство будет, там и жалость, и пренебрежение, и да и вообще вы и знать не будете, что думать об этом человеке. Но это неприятно, неприятно, вот честно, идет неприятно. Так, ну кому-то прям, девочки, я соболезную, но такая ситуация, тут даже не знаю, что еще посоветовать. Ой, эти тайно влюбленные мужчины, да. Ладно, я думаю, вы разберетесь, и девочки взрослые, умные, разберетесь, без меня разберетесь. Так, ну и напоследок, самое интересное. Мужчина, с кем вы либо в ближайшее время познакомитесь, либо уже познакомились. А здесь мужчина вот прям как на духу расскажет все. О всех своих переживаниях, о своих чувствах, о своих эмоциях. Вот прям, знаете, как постепенно, вот как вы познакомились, он будет рассказывать, что вот мы познакомились, ты мне понравилась, мне понравилось твое лицо, мне понравилась твоя фигура. Потом мы начали общаться, я увидел, какая ты умная, я влюбился в твой ум, да. Дальше, да, и дальше. Он будет рассказывать вам. Тут такое свидание прекрасное у вас идет, либо такой просто незабываемый нежный разговор, когда мужчина, ну, он настолько будет чувственный, он настолько будет честный перед вами, но вы прям поплывете от его этих признаний. Признается. Девочки, у кого-то идет личная встреча, свидание, а у кого-то идет разговор либо по телефону, ну вот, может быть, по мессенджеру какому-то будете говорить. Такой приятный. Вы проговорите с этим человеком, я не знаю, часа 3-4 подряд. Вы даже не заметите, что столько времени вы проговорили. Настолько вот потрясающий разговор, он вас зарядит таким позитивом, такой прекрасной энергетикой зарядит. Я не вижу, чтобы вы признались. Честно, я не вижу, чтобы вы признались. Я вижу, что он будет признаваться. Он просто вам слова не даст сказать. Он будет говорить, а вы все будете слушать и будете чувствовать эту нежность, это тепло, этот драйв вы будете чувствовать, этих бабочек. Не знаю, сами будете чувствовать себя с крыльями. Очень классный период. Признается, расскажет и будет говорить откровенно, сердцем будет говорить. И это вас, ну, просто подкупит. Да. Вы, если сомневались в этом человеке, убедитесь, что нет, все-таки любит, все-таки настоящий. Может быть, вы думали, что ничего не получится, но этот разговор он все поменяет. И все поменяет к лучшему. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.